Я Головин Михаил Анатольевич. Я не хотел записывать это видео, но после того, как видео добавили с моим отцом, я хочу рассказать, как было на самом деле. Сегодня я, мои друзья и братья поддерживают сторону от Гора Арзумба. После этого со мной хотели поговорить Юра Хагуш и его братья. Когда я приехал на разговор, меня посадили в машину. Спросили, агитировал ли я за Гора Арзумба. После того, как я ответил «да», меня ударили. Юра Хагуш позвал меня с машины, говорит, все нормально, но остался недовольным своим выбором. Сейчас у меня хорошо, у меня все нормально, я нахожусь со своими друзьями, братьями. Вы свое мнение конкретное скажите. Вы готовы голосовать? Опустите! Правильно. Вместо того, чтобы там поднять свой голос на защиту той родины, за которую вы воевали, вы голосуете за антинародные вещи. Вот все, что происходит, происходит из-за вас. Понимаете? Мы не хотим, вот все неудобства, которые есть, это мы не хотим. Но вы нас к этому подводите. Но вы же депутаты парламента, мы вас уважаем, вы наши старшие, мы младшие ваши. Мы под вашей защитой должны быть. А вы делаете так, что нам приходится стоять в некрасивом виде, находимся, понимаете? Не стоим, что ли? Вместо того, чтобы вот так вот, как раньше, встать и сказать свое мнение. Почему так происходит? Мы на вас рассчитываем, Парнакович. Понимаете? Почему ребята вот так с обидой говорят? Не потому, что они вас не любят или не уважают. Они просто вам люди здесь, что ли, стояли? с уважением относятся. И ожидают от вас больше, чем от кого-то там, какого-нибудь, знаете, какой-нибудь у вас, который, к свободе Абхазии отношения. Поэтому ребята молодые вот так себя ведут. Да. Не, вы нам скажите. Вы нам скажите. Почему вы его слышите, а нас не слышите? Почему вы его слышите, а народ не слышит? Свое мнение кому? Друзья, подождите. Это взрослый человек, это мой коллега, я не могу уделить. Ну, скажу вам, Он свое мнение имеет. Но, Парнакович, я, во-первых, не позволю, чтобы кто-то здесь на тебя тоже орал. И ты сам тоже, и здесь никто не позволит. Нет, конечно. И более, как будто мы сейчас, знаешь, тебя здесь кто-то поймал, ну просто, знаешь, люди тоже... Сейчас? Не. Вообще, этот, как его, дай мне так, вообще, мы вас тоже... Да, разойдитесь, ребята. Наши пациенты никого не брали, можем взять. Сегодня я из-за того, что не очень хотите. Основания даже вот сейчас вот, да, в юридическом плане даже основания нет. Надо же как-то, и вам тоже, как моему коллеге, тоже надо реагировать. Сейчас, по-моему, предложили. Я не был, вот я только сейчас иду на место уточнить, да, что-то. Я не был вообще. Да. Сейчас я еду и вообще, услышал, да. вот соглашение, вот ты занимаешься бизнесом, ты заслуженный человек, занимаешься бизнесом, ты же понимаешь, что они нас всех уничтожат, если мы тебя, меня, всех, они же нас порошок не будет на тебя никто скажет, у тебя нет финансового интернета, ты же это понимаешь. Там эти моменты, который был Реза, который мы никогда с ним не сходимся. Он
отдохнем в тот день. Последний раз вместе в Алматы тоже был. Да. Ну, надо позвонить. Там, если мы приняли с рабами, не сходились вообще вместе. Ты пусть 100 раз будешь, слушай, сторонником Джани, слушай, но человек тоже может ошибаться, слушай, от того, что человек ошибается, это не значит, что слепо надо, понимаешь, вот за ним идти и слепо все делать то, что он говорит. Если вы сторонник, говорю, придите и скажите, говорю, ну не делай вот так, слушай, ну вот здесь вот так вот. Одно слово я извиняюсь, Коля Ворза, извините города, я извиняюсь, ребята. Джани, бывшие президенты, если они свой народ любили, они сказали в один вещь. Я оставляю, ухожу по той причине, что не мог я объединить свой личный народ. И вы что, хотите, армяне с абхазцами мирно жили? Если свой народ не мог президент любой объединить, он ничего не значит уже в Абхазии. Была махаджирство один для вас, страшной трагедией. И как с Арменией знаешь, что случилось. Не делайте в Абхазии. Ни один абхазец здесь не будет жить при таких условиях, чтобы кто-то под какими-то силами диктовал своему народу, что делать. Я очень прошу тебя. Ты от народа. Я в Гулерипсе был, знаю комендантом, что к чему творится. Поэтому прошу одну вещь. От каждого армянина очень много зависит для своего народа, проживающий здесь. Вы вторую родину здесь имеете. А всего хорошего. Можно еще раз скажите, пожалуйста, свое мнение. Как будете голосовать? Нам важно голосование. Нас этот вопрос только... Это нас всех касается. Скажи, вот мой коллега, и вот мои. Я, который говорю, я и не был. Я вот сейчас иду туда, тоже буду говорить. Мое мнение услышите, я говорю. Мы здесь хотим слышать. Ну что, какое мнение мы знаем. Мы же знаем, как он проголосует. Пока не скажу, надо мнение Ждать мы не будем. Сейчас может человек сказать, может человек сказать, А я что, Просто слово пусть. Яшим зифер, абасял яшим. Ну, конечно, хвоял ахрен, яшим. Я уже Здесь худору мы точно. читали, позавчера читали, вы знаете, что там есть. Если удару мы здесь тем ход. Ты под свою ответственность Мы отпускаешь. обязательно узнаем, как вы проголосуете. Мы узнаем это. Как вы проголосуете. Конечно. Вот потом ждите. Вы, наверное, потом не скажете добро пожаловать. Вы это не скажете. Джоник добавил, что? Теперь плен там سندا وزر حيحس شوما ناني حزت ابراد وزر يريد كل يراخ يا يقدر داسني يراد سكلختها Конечно,